Что, друзья, в Якутске уже минус 49, ночью было за 50, мороз крепчает. И, конечно же, очень сложно иметь машину и эксплуатировать ее, особенно когда она стоит на улице под тентом. Что мне нужно сделать каждый раз, когда я собираюсь поехать куда-то на машине? Тент надо хорошо отряхнуть от снега, потому что если я его со снегом сверну в машину, он растает, питается влагой и будет тяжелее. С каждым разом через несколько, не знаю, через пару недель он вообще будет неподъемный. Как вы видите, я использую два тента. Это помогает мне экономить почти в 2 раза больше топлива для автозапуска, когда машина стоит на парковке. Если был бы один тент, сейчас бы в такую погоду раз в 4-5 часов приходилось бы машину прогревать. А так до утра 8, 9, 10 иногда. Один тест в багажник. Второй на заднее сиденье. Вот так, друзья, к дороге готов. Немножко жарко становится, конечно. Ну все, поехали. Непроглядный туман в Якутске. Ну, камера даже так не передает. Очень сложно ездить, машины еле видно. Но на самом деле это дело привычное. Итак, сегодня у нас 16 декабря. И в этот день у нас долгожданная радостная новость. Николай Александрович очень долго, почти 2 года, писал книгу про нашу экспедицию на остров Бенетта. Многие из вас могли видеть ее моими глазами через фильм «Кочевник Ледовитого океана. Тайны острова Туманов». И вот теперь есть возможность уникальная посмотреть на это все глазами Николая Александровича Находкина. Вот сегодня у нас презентация его книги. Я сам ее еще не видел. Очень не терпится мне ее взять в руки, почитать, посмотреть, как это еще раз пережить. Вот что самое главное. Поэтому, ну и в принципе, мы встречаемся с ребятами, с командой нашей. Кого-то я не видел уже 1,5 года. Поедем в гости к Серафиму, он там сделал домик, построил. Как раз недавно мы новоселье отмечали. А вот площадь Орджоникидзе, Орджанка ее называют. Красиво здесь, даже сквозь туман. Светится он чорон, такая чаша, елку уже поставили. Предновогоднее настроение в городе. Люди ходят по улице спокойно. Я говорю, такие морозы под 50 это дело привычное для жителей Якутии, да уже и для меня тоже. Сейчас у меня идет сессия в магистратуре, 2-й курс, выпускной, поэтому я вот надолго пропадал. Приехал, думал, сейчас все вот творчество начнется в Якутии здесь, а вот так в рутину погрузился, и работать надо, какую-то копеечку зарабатывать на жизнь. И учеба, в принципе, это очная магистратура, на очном очень сложно учиться, очень много всего заданий, которые там одно задание по несколько часов делается, но эта неделя у меня уже сессия идет. Наконец-то я сдам сессию, надеюсь, успешно, и можно будет выдохнуть. Надеюсь, я переключусь на творчество, наконец-таки. Мне не терпит, у меня чешутся руки, на самом деле. Вот даже камеру я давно не брал в руки и вот что-то на нее не говорил. Смотрите, какой красивый чарон, мне всегда так нравится. Вон даже надписи еле видно на таком небольшом расстоянии. 50 метров и уже в тумане все. Проспект Ленина украшен всегда, горит огнями. Площадь Ленина тоже в тумане. Елка установлена. Что-то она слабо горит сегодня. 1026. На парковке я, конечно же, один тент оставляю на пару-тройку часиков. Ну, как и все остальные. Ну, заодно прогуляемся с вами по проспекту Ленина. Какие здесь красивые якутские кирпичные здания есть. Академия наук. Ребята помогают. Юра и Женя. Помогает Николаю Александровичу в продвижении. Юра наш суперинженер, а Женя зять Николая Александровича. Валера, Оксана, Любомира. Здравствуйте, друзья мои. Очень рад вас всех видеть. Не виделись мы с Валерой, с Оксаной 1,5 года. Любомиру заезжал в гости, видел недавно. Вот, ребята, мне кажется, с прошлого лета, как мы ездили по Лене летом кататься, мы так и не встречались, да? Год, ну почти. Серафим, здорово, Серафим. Валера приехал только что с охоты, с промысла. 2 месяца почти был, один в лесах. Лицо не на морозе. нынче. Не, нормально, кстати. Ну, вот. Ага, как успехи? Уже прошло, отлично. С добычей вернулся? Конечно. Конечно. А как ты? Когда ты еще без добычи возвращался? Ну, красавчик, супер. Я надеюсь, что там будут много экспедиций. С Валерием Ивановичем познакомились, он... О, здравствуйте, Дмитрий Иванович.
Очень рад вас видеть тоже. Вот Дмитрий Иванович Соловьев. Всех рад видеть. Не надо, не надо. Ну, чуть-чуть вас. Это вы однокурсник Николая Александровича. Да, да. Александра. Вместе с Николаем Александровичем учились на биологов. Егу, да, на БГП. ЕГУ. Ага. Мы с вами, получается, в одном институте учимся в университете. Ну, я окончил 80-м. Дмитрий Иванович Соловьев, директор музея «Россия. Моя история». Александра тоже сотрудник. Вот и РГУ, естественно. Все возглавляют участники попечительского совета. Боюсь что-нибудь напутать, но вот сегодня очень много интересных людей собралось здесь у нас в зале. Ленская корпуса людей. О, Так что здравствуйте. приятно. Сергей Александрович передает появиться сейчас на совещании тоже. Вот Павлов. Да. Сфотографировать с вами можно? Ребята-спасатели тоже всегда на наших мероприятиях. Вот Тит к нам присоединился, Тит и Серафим в наших фирменных свитерах. А вот и наш капитан со своей дочуркой Лена и Неругун. Ой-ой-ой, стесняшки. Сколько интересных людей собралось. Поляйский Василий Александрович. То, что он сделал, это большой подвиг со своими друзьями, со своими коллегами. И меня, например, духу не хватило бы на это. Давно интересовался самыми дальними островами, которые есть в нашей республике, и давно мечтал там поработать. Толчком послужило то, что вот в интернете случайно прочитал, что американские сенаторы рассуждают о принадлежности острова Врангеля и архипелага Дилонга, куда входит Бенетта. И это послужило нам толчком, и ребята Российского союза спасателей, мы вот посоветовались и решили дать заявку в Русское географическое общество. Вы представляете, вот так болтало там сутками, земли не видно. И такое могли выдержать, конечно, вот команда, которая имеет опыт выживания в экстремальных ситуациях. Это вот мои друзья, вот спасатели, нам помогли вот капитан катамарана Неругун Павлов, и к нам каким-то образом вот присоединился Эркин Игорь Ермаков. Можно сказать, в последний момент, но он очень пришелся ко двору. Вот мы подходим к острову Бенетта. Это почти 1000 километров северо-восточнее Тикси. И остров поразил нас вот своей водой, она изумрудная такая вода, бирюзовая. И остров сам как будто в Таиланде находится, а не в зоне арктической пустыни. Мы думали, что там будут скалы и лед, а получились вот такие очень таинственные острова, скалы. У нас всегда было ощущение, что там сейчас выскочат там эти первобытные племена и там плен возьмут кого-нибудь. Потому что в тумане. Там медведи, видимо, льда нету, поэтому очень голодные, злые. Они человека не боятся, поэтому для будущих исследований там домик нужен. И мы старались заложить основу для системных научных исследований этого острова. И по традиции, мы, отдавая дань первопроходцам России в Арктике, здесь осветили крест и установили его по всем правилам там. И, конечно, я восхищаюсь своей командой, ребятами, которые вот наш такой меркантильный век, скажем, времена такие, что нет мужчин, которые могут полезть в окно любимой женщине. А эти ребята могут. Очень благодарен рабочей группе. Афанасий Семенов здесь находится, Владимир, он руководил рабочей группой на первом этапе. Конечно, и так у него нагрузки много было, он не побоялся взять ответственность за нас. И прошло очень успешно, мы были довольны, потому что он
ну, как член РГО, сам организует экспедиции, нас очень хорошо понимал. Конечно, Я? Игорь. Поздравляю с книгой. Игорь Ермаков тоже, ну, интересный товарищ, он переехал с Питера в Якутск, чтобы быть поближе к экспедициям. И тоже у него 5 специальностей получилось. Он и как сценарист, режиссер, звукорежиссер, оператор, надводный, подводный, воздушный. Он целый фильм снял про это дело. И мы, конечно, хотели бы своей экспедиции показать, насколько огромна наша республика, насколько большой потенциал находится на севере. И то, что у нас есть такие ребята, которые могут повторить то, что делали первопроходцы в Арктике. Но когда он пришел, говорит, вот на остров Беннетон уже ехать, и главное, у него один из аргументов был, что если мы туда не поедем, там американцы приедут. Поэтому давай, Афанасий, решайся. Тоже, говорит, в историю войдешь. То, что написано пером, не вырубишь топором, да, и вы очередную книгу выпустили, и сегодня она стала достоянием общественности. Эта книга, конечно, она внесет большой вклад в популяризацию нашей Арктики, экспедиции, в популяризацию русского географического общества. Держатель для книг. Особенно вот тем организациям, которые спонсировали такую необычную экспедицию. Это наш ЛОРП, это Саханнефтегазбыт, авиакомпания Якутия, Полярные авиалинии, ну и многие другие. И спасибо своей команде и всем вам, кто в такой морозный день пришли нас поддержать. Огромное спасибо. Африканскому дорогу. Да, с наступлением темноты туман еще больше сгущается. Надо ехать очень-очень внимательно. Да, Серафим? Нормально. Куда едем, расскажи нам. Едем ко мне в гости. Ну, к нам в гости. Построил Серафим. 1,5 года, да, примерно у тебя ушло на строительство? Почему? Год? Год. Ну, 1,5 не было, год пошел. Год. Как база называется у тебя? У нас очень трудно найти название какого-либо. А вы еще не придумали, да? Не, мы просто первые буквы наших инициалов Серафим и Лаура СЛ дом. СЛ дом? Да. Вас так и можно найти, да? Как вас найти? В 2GIS? 2GIS, да, есть. А так очень сложно, кажется, название придумать и надо дать этому дому. Вот такой шикарный домик Серафим отстроил. Красота. Прям почти в городе, Вилюйский тракт идет он там. И баню там скоро сделает. Еще не сделал. Там нужны отдельные ресурсы. И все приехали. Есть кухня, зона обеденная, туалет, теплый, все есть, вода, 2-й этаж. Здесь у нас спальня, если надо кому-то отдохнуть, поспать. Ну, где свет. И еще одно спальное место для релакса, как говорится. В книге очень много иллюстраций у нас. Здесь в середине прям. Мишка. Тот самый Мишка.
Самое главное блюдо сегодняшнего вечера. Серафим уже без меня все настрогал. Не дождался. Но... Морской омуль. Морской омуль. О, как в экспедиции. Как мы ели. Ура. Наконец-то стол накрыт. Все, кто смог, собрались. Это муляж был. Унес? Все? Потом говорит, ладно. Ну что, всех поздравляю с сегодняшним днем. Во-первых, Николая Александровича. А тут у нас Люди, привет, Индин, да? не вошедшие в фильм кадры я вчера собрал, чтобы все могли посмотреть. Еще много всего оказывается там. Да. Ну, Обратный путь-то вообще нет. да, обратный путь надо сделать. Ты куда падал? Бог надо. Сегодня в торжественный момент собрались впервые у Серафима в гостях, и от нашей компании мы хотим вручить на память об нашей экспедиции. Красота, Вода. Пусть украшает этот дом. Настя, изумруд. Не только вот Эркина, вот книга вот, по всему миру России на YouTube вышла. Фильм. Еще книга вышла. Это уже большой результат. Не каждая экспедиция так вот, книгой, фильмом довольствуется. Вообще ничего не видно. Ну а теперь все, возвращаем обратно. Всем пока. Называется универсальная палатка номер 5. Какой, да? 5. Давно, когда они только начинали, мы вместе вот такие переходы разрабатывали между двух палаток. Когда была идея по скорочительным школам. Ну все, мы спать. Сегодня с ребятами палатки, да, закинули. Все устроились. Ночью кто просыпается? Дежурный. Кто первый замерзнет, тот и просыпается. Холодно вообще в палатке. Сколько на улице? 0 градусов, наверное, сейчас, да? 0,1. Сегодня днем было 2. В общем, 1-2 градуса на улице. Ветер сильный. Вон тут. Побережье Северного Ледовитого океана. Да, задувает все. Снег лежит в Китае. Пока печка горит, вроде нормальная, но она быстро тухнет. Будем мерзнуть. А сверху там прям под куполом вообще жара. Сверху, где все сохнет. Ну, всем спокойной ночи. Свет выключить.